О самых заметных событиях среды 6 июля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Обучен, значит вооружен. Теоретические и практические занятия по борьбе с лесными пожарами провели в Ленске. Команда единомышленников «Патриотический центр» начал принимать в штаб первых добровольцев. Абсолютные рекорды с перевыполнением плановых заданий подходят к профессиональному празднику Дню металлурга золотодобывающие компании Алданского района. Гордость Нерюнгри. Воспитанники хоровой школы «Соловушка» приняли участие в международном открытом конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка». Накануне в Якутске официально открылся купальный сезон, где разрешено и, главное, безопасно купаться в этом году. Следком проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки частного вертолета «Робинсон» в Мирнинском районе. Предварительно установлено, что 1 июля вертолет совершил жесткую посадку на площадку совхоза «Новый». В результате происшествия находившийся на борту командир воздушного судна и один пассажир получили травмы. Им оказывают квалифицированную медпомощь. Характер повреждений воздушного судна уточняется. Тем временем ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 12 июля. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Теоретические и практические занятия по борьбе с лесными пожарами провели в Ленске. Организовали уроки представители общественного добровольческого штаба в рамках выигранного гранта главы республики. Данная организация должна посетить около 10 районов Якутии и подготовить добровольцев для тушения пожаров. На занятиях говорили о тактике тушения, технике безопасности, а также о навыках оказания первой доврачебной медицинской помощи. Специалисты использовали знания не только те, которые им дали профессионалы, но и личный опыт в тушении лесных пожаров. Главная цель – сохранение жизни и здоровья добровольцев, а также сделать тушение огня более эффективным. Мы собираемся и дальше заниматься подготовкой добровольцев на все случаи, то есть не только тушение лесных пожаров, возможно, наводнения или еще какие-то экстремальные ситуации. Если мы будем нужны нашей республике, то ребята в основном очень хорошо настроены. Мы с собой привезли как и наглядное оборудование, но также привезли РЛО. РЛО в количестве 30 штук, там каждая стоит более 8 тысяч. Это ценный подарок Ленскому району. И видим активное участие добровольцев. Поэтому мы с удовольствием передаем администрации Ленского района это оборудование. Оно может быть использовано для тушения. Это ранцы для воды, которые используют при тушении лесных пожаров. Патриотический центр начал принимать в штаб первых добровольцев. Региональная общественная организация будет формировать пул добровольцев, готовых в случае необходимости оперативно оказывать помощь. Основная цель организации – создание команды единомышленников в сфере добровольчества, которая на личном примере будет способствовать развитию высоких нравственных качеств молодежи. В настоящее время Патриотический центр ведет набор добровольцев для содействия в тушении лесных пожаров. В это время за неделю нам вступило уже больше 50 человек. Цели Патриотического центра будут у нас 3 направления работать. Это социальная, помощь нуждающимся, экологическая, помощь по тушению пожаров и патриотическая. Это воспитание патриотизма у наших детей, чтобы они лучше относились к экологии, близким и к окружающему миру. Кто желает помочь нашему центру и записаться в ряды добровольцев, мы ожидаем по улице Орджоникидзе, 10, кабинет 308А. Растет число жалоб от якутян на укусы клещей. Всего 412 укусов зафиксировали в регионе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.
Так, в Ленском районе 160 случаев, в Алданском 82, в Нерюнгринском 58, в Алекминском 26, в Сунтарском 17, в Хангаласском 16, в Мирнинском районе 9 укусов. Зафиксирован один случай клещевого боррелиоза в Нерюнгринском районе, при этом укушен пострадавший в Иркутской области, говорится в сообщении. Защитные мероприятия против саранчевых вредителей проводят в Якутии. Всего специалистами филиала Россельхозцентра в текущем году проведены летние обследования на площади порядка 24 тысяч гектаров в 12 улусах и в Якутске. По результатам превышения экономического порога вредоносности отмечено в Чурапчинском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Алекминском и Сунтарском районах. Средняя численность вредителей составляет 18 штук на квадратный метр с максимальной численностью 412 вредителей на квадрат в Усть-Алданском улусе. Химическую обработку провели на площади более 2500 гектаров. Строительная готовность Жатайской судоверфи составляет 51%. Сейчас на площадке объекта заняты более 190 человек и порядка 20 единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Он отметил, что количество рабочих и техники продолжат увеличивать. Премьер добавил, что совместно с Росимуществом идет работа по передаче федерального пакета акций компании «Жатайская судоверфь» в собственность Якутии. Это сделает республику единственным акционером, что позволит управлять всеми процессами в части контрактов и соблюдения сроков. С перевыполнением плановых заданий подходят к профессиональному празднику – Дню металлурга золотодобывающие предприятия Алданского района. По отдельным участкам производственной цепочки горняки ставят абсолютные рекорды. На одном из карьеров побывал Руслан Павлов. Огромный ковш экскаватора не без усилий врезается в скальную породу. Им легко управляет машинист Илья Маринин. Несмотря на то, что смена длится 12 часов в 30-градусную жару, Илья особо не испытывает физической усталости, потому что в новом экскаваторе все предусмотрено для комфортной работы. В таком комфорте лучше, чем было когда-то. Поэтому устаем маленечко морально, а физически нет. А в плане работы, ну, во-первых, меньше простоев, меньше остановок в плане ремонтов, там запчасти, ну и все такое. Машина новая, она должна служить верой и правдой. За последнюю пятилетку карьерную технику в полюс Алдан значительно обновили. Перевооружение отразилось не только на увеличении показателей, но и на культуре производства. Ну, в первую очередь, это культура производства, комфорт и безопасность наших работников. Увеличивается производительность, увеличивается активность. Работник доволен. Самое главное – это беречь и заботиться о наших людях. Люди – это наше главное золото. От условий на рабочем месте в целом зависит производительность всего рудника Куранах. Цифры говорят сами за себя. Добыча ведется с перевыполнением плановых показателей. На текущий момент, на текущую дату в разрезе года идем с перевыполнением плановых показателей по горно-рудной массе на 500 тысяч кубических метров. На текущий момент, благодаря инвестиционной программе, у нас удалось обновить парк практически на 70%. Программа рассчитана до 2027 года. Ну, в ближайшем будущем, я думаю, обновимся на 100%. Более того, в куранахских карьерах ежегодно ставятся рекорды по переработке горнорудной массы. 3 года назад в сутки отгружали 63 тысячи тонн породы. Сегодня объемы выросли до 74 тысяч тонн. А это абсолютный рекорд за почти столетнюю историю предприятия. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Нижний Куранах, Алданский район. До конца года введут в эксплуатацию пристрой к школе номер 12 в поселке Пригородный. Новый объект рассчитан на 326 мест. Работа завершена на 40%. Так, подрядная организация полностью завершила коробку здания. Далее приступят к установке кровли. Сейчас заняты внутренней отделкой помещений, прокладкой внутренних инженерных и тепловых сетей. Основные силы направлены на штукатурку стен. В этом месяце планируют все закончить. Как говорят строители, перед ними стоит задача сдать каменный трехэтажный пристрой под ключ. По проекту в пристрое разместят 27 кабинетов, большую библиотеку, столовую на 160 мест, актовый и спортивный залы. Ведутся работы по вентиляции, по электроосвещению. Поступили нам уже лифты, скоро начнем уже монтаж.
Кроме того, мы сейчас ведем работу по подготовке для проведения работ, кровельных работ. Монтаж металлических конструкций полностью закончили. Сейчас ведем работу по устройству вентиляционных шахт. И сегодня-завтра уже начнем кровельные работы. Открылась международная школьная конференция «Конкурс Science Fair». Соревнования научно-исследовательских работ школьников проводят в 2 этапа в рамках вторых международных интеллектуальных игр, рассказывает Анна Васильева. Международный конкурс научно-исследовательских работ школьников из России и других стран мира проходит в 2 этапа, основной целью которой является создание пространства для международной научной коммуникации и презентации результатов исследовательской деятельности школьников. Для участия в заключительном этапе экспертной комиссии отобрано 78 докладов из 2 стран, 4 регионов России и 11 районов Якутии. Прежде всего, мы всегда нацелены на то, чтобы наши дети в глобальном смысле, это не только дети республики, это дети России и вообще все дети мира, были добрыми, были умными, и чтобы они были нацелены именно на созидание, на творчество, на развитие и науку. Я надеюсь, что эти дни в рамках международных интеллектуальных игр пройдут для наших детей очень плодотворно и насыщенно. Ученик специализированного учебного научного центра Северо-Кавказского федерального университета города Ставрополь Владислав Калинченко представит на конференции свою разработку приложения для людей с ментальными отклонениями. Я на самом деле уже был в Якутии до этого, и мне очень понравилось, поэтому я сюда снова приехал. А здесь жарко. Это прям очень большое отличие от того, что было раньше. И очень тепло принимаю здесь вас, да. Я делал приложение. Это проект для людей с ментальными отклонениями, с ментальными проблемами. Оно помогает им с ними справляться без психолога. Люди просто рассказывают о своих проблемах, своих жизненных ситуациях, и постепенно вопросами с когнитивно-поведенческой терапией выводят их на правильные мысли. Программа «Конкурс Science Fair» включает также научно-познавательные лекции и мастер-классы от экспертов, насыщенную культурно-познавательную и досуговую программы. Форма участия в международной школьной научной конференции «Конкурсе» командная. Члены команды примут участие в секционных заседаниях, на которых представят устные доклады и примут участие в постерных сессиях, где каждая команда представит не более 4 докладов. Анна Васильева, Вадим Ганкевич, Якутск. Более 29 миллионов рублей возместили жителям республики за покупку путевок в детские лагеря в этом году. По предварительным данным, в республике продано почти 1800 путевок через федеральную программу лагерного кэшбэка. В прошлом году такой возможностью воспользовались менее 1000 человек. 15 лагерей участвовали в программе в Сунтарском, Ленском, Алданском, Хангаласском районах, в Жатае и Якутске. Напомню, заявки на возмещение средств принимались с 31 марта по 15 июня, которые компенсировали 50% стоимости путевок. Накануне в Якутске официально открылся купальный сезон. В этом году единственное санкционированное место отдыха для жителей и гостей столицы организовали на пляже 202-го микрорайона. Соответствующее распоряжение подписал глава города. Подробности в следующем сюжете. Региональный оператор «Городские бани» начал подготовку к купальному сезону еще 6 июня. Но в связи с тем, что анализ проб воды не соответствовал требуемым нормам, открытие городского пляжа пришлось отложить почти на месяц. И вот только в конце прошлой недели получено заключение Роспотребнадзора о соответствии всем нормам Санпин. Все водные объекты, находящиеся на территории городского округа город Якутск, за исключением городского пляжа, являются несанкционированными местами отдыха людей на водных объектах. Безопасность является отличительной чертой санкционированных мест для купания. На данном пляже она обеспечена. Спасательные вышки, обученные спасатели, а также специальное оборудование, спасательные круги, жилеты и средства для оказания первой медицинской помощи. И что немаловажно, на всей территории объявлена зона трезвости. Даже находясь на оборудованном пляже, следует соблюдать меры безопасности. Например, не заплывать за буйки, не нырять и не пытаться опрокидывать человека в воду. Все оборудовано, чисто, убрано.
Спасатели есть, безопасность. Я считаю, это нормально. Организованно, можно сказать. И буйки, и вон спасатели. Погода балует, и вода теплая, парное молоко. И вот всей семьей пришли, отдыхаем. В этом году у нас идет увеличение по спасателям, но единомоментно в смене у нас находится по 4 человека, для того, чтобы у них была сменная работа. То есть на каждой вышке у нас обязательно должны быть спасатели, а также на моторной лодке. Для комфортного пребывания на пляже установлены несколько кабинок для переодевания, биотуалеты, устройства для мытья ног. Тут же на берегу есть магазины, в которых можно приобрести купальные принадлежности. Мне нравится, что она грязная. Грязная. И много народу. Лежанки же раньше были, да, в прошлом году, я помню. А сейчас нету что-то. Лежаки были бы, нормально было бы. Ну, хотелось бы, чтобы пляж был все-таки почище, потому что песок не совсем чистый. Много камней, палок, ну и другого мусора. Введение в этом году, благодаря окружной администрации города Якутска, нам было выделено 2 единицы специализированной техники «Пескарь», которая у нас занимается непосредственно сбором мелкого мусора бытового с территории пляжа. Поэтому надеемся, что в этом году у нас наконец-таки пляж и песок обретет более благовидный вид и будет уже более чистым и радовать наших жителей и гостей столицы. Посетителей особенно много из-за того, что в эти дни температура в Якутске достигает 35 градусов. Ну, нормально, только вот жара-то давно была, почему поздно так открывают? Спасатели только сейчас появились, по идее. Всякое тут может быть, да? Ну, в плане мусора тут более-менее, в принципе, нормально. Ну, внук постоянно в воде, я вот тут его выпасаю, сама тоже купаюсь. Мне нравится. Единственное, не нравится, что нет лежаков. Почему-то они там вот лежат, а сюда их не предоставляют. Побольше кафешек сюда. Ну а так-то все нормально. Шезлонги. На чем лежать? На полу, что ли? Ну а так все хорошо. Единственное санкционированное место для купания в Якутске работает с 9 утра до 9 вечера. Входные зоны оборудованы с 2 сторон. С главных ворот и со стороны 203-го микрорайона. Майя Гоголева, Галатея Игнатьева, Вадим Ганкевич, Якутск. Представители администрации Мирнинского района провели субботник на берегу реки Ирелях. У водоема спилили ветки деревьев и кустарника. Густая растительность закрывала знаки «Купаться запрещено». Это представляло опасность для желающих окунуться в воду. Расчистить территорию и сделать знаки видимыми народный актив попросили мирнинцы. Пренебрежение правилами поведения у воды может привести к трагедии. В Якутии за летний сезон вода уже забрала жизни нескольких человек. Власти района предупреждают, не стоит купаться в непредназначенных для этого местах. Мы провели очистку запрещающих знаков. И теперь мы видим, они с 2 сторон, видны далеко. И надеемся, что они помогут и спасут чью-то жизнь. Если есть водоем, да, то мы не знаем, что там лежит на дне и вообще состояние водоема тогда. Ну, главное – безопасность наших детей. Воспитанники хоровой школы «Соловушка» приняли участие в международном открытом конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка». Мероприятие проводилось в рамках конгресса «Музыка для всех». В этом году число участников увеличилось в 3 раза. Они приехали из разных городов России, в том числе 36 человек из Нерюнгри. Школа «Соловушка» принимала участие в 2 новых номинациях – хоровое пение и академический вокал. Хор завоевал звание лауреата 2-й степени. Также 2 солиста стали дипломантами конкурса. Эта поездка, конечно, была и сложной, и в то же время очень полезной и для нас, и для детей. То есть мы увидели наших хористов в деле, как они готовились, потому что мы весь июнь работали. Некоторые подкорректировали свой отпуск, даже не поехали, родители оставили нам детей. Мы увидели, что это действительно коллектив, с которым можно ездить, с которым можно работать, потому что дисциплина была на уровне, чувствовалась заинтересованность, ответственность. Они, конечно, немножко расстроились, что 2-е место. Но зато есть над чем работать, к чему стремиться. Увидеть алмазы и бриллианты своими глазами. Для посетителей в Мирном работает выставка «Алмазный фонд Алроса». Причем попасть на выставку можно по пригласительным. Все детали у наших коллег.
Мы продолжаем рассказывать об экспонатах выставки «Алмазный фонд Алроса». Отдельного внимания заслуживают самые крупные экземпляры. Они впечатляют не только своими размерами, но кристаллы еще и обладают интересной цветокачественной характеристикой. Вот этот алмаз Боарт-2 похож даже не на алмаз, а на осколок метеорита. А уникальность его еще и в том, что он один из самых крупных алмазов, добытых в Якутии. Весит 430 карат. Эксперты считают, что обломок еще большего кристалла. Сложно представить, каким был исходный алмаз. По соседству экземпляр более скромного размера – Редж 3. 350-каратный алмаз добыли в трубке удачно. Этот кристалл тоже особенный, уникальный в своем роде. В нем объединены оттенки желтого, зеленого, коричневого. Сортировщики называют такое сочетание разноцветный. Здесь же на витрине алмаз Анабар. Из названия понятно, что нашли его на месторождении Эбелях Анабарского улуса. Желто-коричневый камень весит чуть более 236 карат. По предварительной оценке Анабару от 120 до 230 миллионов лет. Только представьте, в это время на планете появились примитивные млекопитающие и цветковые растения. Гордится Алроса и уникальным камнем 2000 лет от Рождества Христова. 180-каратную находку назвали так, поскольку сотрудники трубки юбилейной в Айхале обнаружили его накануне Рождества 25 декабря 1999 года. Форма кристалла искажена – это октаэдр с единичными сульфидными включениями. Относится к категории уникальных. Конечно же, это результат труда жителей Якутии, а именно тех, кто работает в Мирнинском и Анабарском районах. Крупные алмазы – это только часть выставки. Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.